Служба государственной безопасности Абхазии на 2 месяца ввела ограничения на пересечение государственной границы с Грузией. Данное решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Ограничения на пересечение границы действуют с 10 января. Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии. Исключение составляют сотрудники Ингургэса, а также граждане, состоящие на учете в медицинских учреждениях Грузии и выезжающие туда на различные процедуры. Не закрытие пункта пропуска, мы не имеем таких полномочий, а введение определенных ограничений для отдельной категории граждан. Это иностранцы, которые переходят из Грузии в Абхазию, а также было ограничено перемещение наших граждан на сопредельную сторону. Осталось перемещение только по срочным медицинским показаниям. Срочное хирургическое вмешательство нужно какое-то, подтвержденное, опять же, документами какими-то. А также люди, которые системно, с периодичностью получают необходимое лечение в виде химиотерапии и так далее. С 11 января с 7 часов утра до 7 вечера на границе дежурит бригада галских врачей. Все граждане, пересекающие госграницу, проходят визуальный осмотр. При первом подозрении на наличие опасного вируса жители района направляются в ЦРБ города Гал. За 4 дня заболевших гриппом выявлено не было. Мы должны осмотреть тех, которые проходят государственную границу. По внешним признакам должны их определить. И если они жители нашего района, то их отвезти в нашу больницу, в ЦРБ, в терапевтическое отделение. В Абхазии на сегодняшний день нет ни одного заболевания вирусом H1N1, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик. У всех обратившихся в медицинские учреждения диагностировано ОРВИ. Всего заболевших по всей республике с 1 января по 15 160 человек обратившихся. Но это не по свиному гриппу, это с острыми респираторными заболеваниями. По свиному гриппу у нас нету ни одного заболевшего. Вы прекрасно знаете, что этот диагноз устанавливается только лабораторным методом. Данных на сегодняшний период времени у меня из лаборатории о подтверждении свиного гриппа нет. Следует отметить, что вирусологи лаборатории санитарно-эпидемиологической службы республики могут диагностировать не только вирус H1N1, но и другие опасные штаммы гриппа. В составе Государственной санитарно-эпидемиологической службы есть вирусологическая лаборатория, которая полностью оборудована, оснащена тест-системами для выявления всех видов гриппозной инфекции. Там разновидности есть гриппа А, гриппа Б. Вирусологи, естественно, ставят профессионально эту диагностику. Это не именно, что вот только свиной грипп, мы вот диагностируем и все. Там анализ ведется на наличие гриппозной инфекции или просто вирусного характера. Даже у нас есть тест-системы, которые разграничивают острые респираторные заболевания тоже по своим таким штаммам. У большинства людей при хорошем иммунитете болезнь, вызванная вирусом H1N1, протекает как обычное гриппоподобное заболевание. Легко лечится в течение 1 или 2 недель специальными противовирусными препаратами. Здесь главное при первых симптомах, а именно сильной головной боли, резком повышении температуры, кашле, насморке, а иногда рвоте и диарее, сразу обратиться к врачу. Мы рекомендуем в данном случае постельный режим, больше пить жидкости, соки, морсы, компоты. Обязательно не заниматься самолечением, обратиться к врачу, особенно если вы входите в группу риска. Это дети до 5 лет, люди старшего возраста после 65, люди с хроническими заболеваниями или беременные в 3-м семестре.
Лучшей защитой от вирусов гриппа, по мнению специалистов, является противогриппозная вакцина, которая делается ежегодно в осенне-зимний период. Если же не успели сделать прививку, то чтобы обезопасить себя от вируса, врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки с мылом, промывать слизистую носа раствором поваренной соли, использовать оксалиновую мазь, смазывая нос каждые 4 часа, реже бывать в общественных местах и носить медицинскую маску. Ирина Аршба, Тамас Чиковани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.